Добрый вечер. На телеканале «Милет» новости. В студии Лилия Виджат. Сегодня в выпуске. Крымско-татарские блюда, национальная борьба куреш и обряд жертвоприношения. Как в Крыму готовятся к Курбан-байрам. Кто живет на дне морском? Отлетавший свое Ан-24 теперь лежит на дне Черного моря. Праздник с национальным колоритом. Туристы и гости полуострова любуются крымско-татарской культурой. Кто покорил скалу Дива? В Семиизе состоялись международные соревнования по клифф-дайвингу. Готовится и прыгает! Невероятно право! В Крыму готовится к Курбан-байрам. Это один из великих мусульманских праздников. Накануне крымские татары жарят чебуреки, хатлама, беляши. Любое блюдо, которое можно пожарить на масле. Называют это день Арфе, а мужчины занимаются подбором жертвенного животного. Как традиционно проходит подготовка к Курбан-байрам и какие мероприятия ожидают гостей и жителей уже завтра в сюжете Айши Шулаковой. Целая отара овец сбегается на зов фермера. Уже по привычке ежедневно на рассвете животные строем отправляются на пастбище. Свежая трава, вода из горного источника, да и сама природа богатого ущелья в целом способствует хорошему росту. Фермер Джевдет Люманов вот уже четверть века выращивает овец смешанных пород. Это помесь курдючных и циея. Подходящие для жертвоприношения бараны вот такого среднего размера, потому что они не очень большие. Пользуются большим спросом у людей, цена подходящая. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Он знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. В честь праздника мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Стоимость живого веса барана от 120 до 150 рублей за килограмм. В среднем одно животное обходится примерно в 6-8 тысяч рублей. Как мне известно, для жертвоприношения подходит и 6-месячное животное. Главное, чтобы по размерам было не меньше своей матери, либо старше 1 года. Животное должно быть здоровым, без ярко выраженных увечий, чтобы не от стада. За несколько дней до праздника торговля в магазинах и на рынках полуострова увеличивается в несколько раз. Возрастает спрос на сладости и фрукты. Сегодня в Крыму настоящая предпраздничная суета. Еще бы, нужно успеть многое. Купить различные угощения, сладости не только для праздничного стола, а также гостинцы для родных и близких. Инжир, финики, курага, изюм, различные виды орехов. Это не весь ассортимент сухофруктов и других лакомств. Прилавки магазинов и торговых лавок ломятся от изобилия вкусностей. От обилия красок глаза разбегаются. Скоро байрам наступает, и мы решили скупиться печеное, так как у нас бабушка старенькая, и у нас почет к старым. К нам придут гости. Мы будем встречать гостей. Родственники, родные, близкие уважают очень старых. Будут приходить. Завтра праздник. У нас в семье есть пожилой человек. Ему 90 лет. Придут много гостей, поэтому столы должны быть полными. Будут и национальные сладости, такие как курабье. В канун священного праздника крымские татары жарят чебуреки, хатлама, беляши. Любое блюдо, которое можно пожарить на масле. Этот обычай называется кокучи-хармах, что дословно переводится как «запах, аромат исходит». В день Курбан-байрам мусульмане проявляют радость, приветствуют верующих, поздравляют их с праздником, посещают родственников, соседей, знакомых и сами принимают гостей. Раздают садаха, ходят в мечеть и на кладбище к могилам родных. Как уже известно, Ураза и Курбан-байрам в Крыму официально объявлены выходными днями. Поэтому мы эти праздники отмечаем в любви и взаимопонимании вместе со всеми жителями Крыма. Поздравляю всех с праздником жертвоприношения. В первый день Курбан-байрама в центре Симферополя состоится праздничная программа, концерт с участием творческих коллективов и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также дегустация традиционных крымско-татарских блюд и соревнования по борьбе куреш. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, телеканал «Милет». Сегодня в Госкомнате прошел круглый стол на тему государственной символики России. Когда был создан флаг Российской Федерации, какую ценность он несет и какую роль играет в жизни современных граждан. На эти и другие вопросы ответили представители органов власти, национально-культурных автономий и общественных организаций.
И каждый из вас может привести множество примеров, когда, связанные с флагом, его защитой, его значимостью, его символикой, очень важной в нашей не только в каких-то героических поступках, да, во время критических, экстремальных, но и в повседневной жизни. В акватории Черного моря с целью развития туристического дайвинга в воду погрузили самолет Ан-24. Это послужит развитию экосистемы и станет любимым местом дайверов. С места событий наш корреспондент София Шкурова. Было воздушное, станет подводным. Железную птицу, некогда осуществляющий перелет пассажирский лайнер, буксируют из Ялтинского грузового порта в акваторию курортного комплекса. В 400 метрах от берега на глубине 20 метров для самолета подготовили специальное место. С помощью GPS-навигации разворачивают лайнер так, чтобы установить его на запланированное место. В селе Ползневое сейчас прямо перед нами готовят к затоплению пассажирский самолет Ан-24. Он положит начало первому в России подводному парку техники и станет излюбленным местом дайверов. Такого еще никто не делал. Событие важно не только для Крыма, но и для всей России. Ведь подводного парка техники больше нигде нет. Проект создан для туристов и дайверов, а также преследует экологическую тематику. Мы планируем вдоль всего борта самолета повесить вот такие поплавки с веревками, на которых будут высаживаться мидии и очищать море. Понимаете, то есть это как фильтры такие, то есть прибрежный пляж станет гораздо чище. Затопление самолета осуществляется для формирования нового искусственного рифа в Черном море, также для привлечения дайверов и открытия новых локаций в море. Акция согласована с экологами, до погружения самолет был очищен, а значит, он абсолютно безопасен для подводной гавани. Да, небольшие объекты были, но они не настолько яркие и красочные. К сожалению, Черное море, дно Черного моря за последние десятилетия тральщиками было выгребено, и там практически ничего не осталось. Такие объекты создают, во-первых, красивые, интересные места для погружения, а во-вторых, они создают биосреду, создают бентос, который будет жить и развиваться на дне моря. В исторической операции задействовали десятки дайверов. Процесс затопления лайнера занял немало времени. Ну вот и фундамент подводного парка техники заложен. Подводный самолет станет настоящим арт-объектом и новым туристическим местом для дайверов. А в будущем здесь же планируют затопить еще 2 самолета, танк и БТР. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. В деревне Улу-Сала, ныне Синапная Бахчисарайского района, прошла встреча односельчан. В этом году собрались уроженцы со всего Крыма. Приехали гости даже с Камчатки. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. И вот на тот период до депортации мой отец жил вот там, где вот эти тополи растут. Там, значит, было его имение, там они жили большой семьей. Ностальгия и воспоминания. Камиль Аметов – уроженец села Улу-Сала, ныне Синапная. Показывает, где до депортации был дом его родителей. На традиционные встречи односельчан, рассказывает, приезжают уже 25 лет подряд. Каждая встреча особенно запоминается. В этом году это 25-я встреча. Мы ежегодно сюда приходим, потомки улусалинцев. И мы хотим восстановить историческую память, чтобы молодое поколение и в будущем все знали о тех страшных событиях, которые имелось место в истории. Это значит период Великой Отечественной войны. И вот сегодня речь будет идти о воспоминаниях. Люди приехали сюда с фотографиями, с воспоминаниями. Фатиме Абдураимова в 1925 году родилась в селе Улу-Сала. Помнит здесь каждую улочку, вспоминает жизнь до депортации, военное время и возвращение на родину. Несмотря на возраст, не упустила возможность встретиться с односельчанами. Приехала из Красногвардейского района. Это село не было большим. Здесь было 120 семей где-то. Жили хорошо, был колхоз, потом пришли фашисты. Мы жили в лесу, нашу деревню сожгли, а нас отправили в Германию. Я там год проработала, потом депортация. Попали в Фергану. А в 90-м году вернулась в Крым. Очень радуюсь, что встретила односельчан. Но я их уже не знаю. Это все дети моих ровесников. Я единственная, кто остался жив из этой деревни. На встречу односельчан приезжают уроженцы со всего Крыма. И не только. Преодолеть расстояние в 10 тысяч километров из Камчатки в Крым для Сейдхалиловых оказалось просто. В Крыму они впервые приехали посмотреть родину отца и деда. Отец Валерия, Айдер Сейдхалилов, жил в деревне Улу-Сала, был партизаном. Уже мороз по коже,
то, что не ожидал. Я поехал по домам, проехал, и мне, честно сказать, сказали: ты, говорит, поедь, съезди на мемориал. Вот я приехал и был приятно удивлен, как раз попал на встречу. А детям, естественно, их необходимо все это дело показывать, значит, рассказывать, чтобы они помнили, знали, откуда корни, что произошло здесь, чтобы гордились тем, что были такие предки, которые воевали во время войны. Дед-то у нас был личностью легендарной. Встреча в Улу-Сала посвящена и 75-й годовщине трагических событий периода Великой Отечественной войны. В 1943 году деревня была сожжена фашистами. Больше 200 человек были заживо сожжены. Мужское население и женское население, значит, они ушли в горы, значит, и воевали здесь, в окрестностях. Как раз вот то, что здесь произошло, всем этим событиям предшествовало то, что они немножко потрепали немцев. Вот. Ну, видимо, потрепали так, что те выслали сюда соответствующий карательный отряд, которые совершили как раз вот эту акцию мерзкую, сожгли население. Своего рода история, какая бы она ни была, трагическая. И дети об этом тоже знают, писали в школе работу даже, трагедию Улу-Сала. Вот будем читать дуа сегодня, приехали для этого специально. Сегодня здесь у памятного знака уроженцы села читают молитвы и вспоминают события, которые никогда нельзя забыть. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Праздник с национальным колоритом. В Симферополе прошел украинский фестиваль сбора урожая «Обжинки-2018». Подробности знает Наджея Исаева. Со сцены звучат украинские песни, все в национальных костюмах. В Симферополе прошел украинский фестиваль сбора урожая «Обжинки-2018». В Крыму этот праздник отмечают уже во второй раз. Он призван показать, что все народы полуострова дружны. Государственный комитет всегда будет поддерживать такие начинания, потому что они способствуют единению славянских народов Крыма и не только славянских, потому что здесь у нас на празднике присутствуют абсолютно, я думаю, все национальности крымские. И этот фестиваль объединяет всех и вся в Крыму. Концерты, веселые ярмарки и гуляния. Праздничная программа была насыщенной и разнообразной. Для гостей и жителей выступали народные ансамбли, которые поют на многих языках мира, в том числе и на крымско-татарском. Вышиванки, шаровары, сопилки и веночки. На фестивале были представлены работы крымских мастеров декоративно-прикладного искусства. Гости могли приобрести оригинальные авторские изделия и увидеть, как работают мастера. Очень хорошее настроение. Настроение хорошее, праздничное. Прямо замечательно. Молодцы, что это все придумали. Очень хорошо. Да, надо продолжать это все. Задором и весельем прошел украинский фестиваль сбора урожая «Обжинки-2018». По словам организаторов, он будет проводиться ежегодно. Наджея Исаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В Евпатории прошел международный фестиваль крымско-татарской тюркской культуры. Туристы и гости полуострова любовались национальным колоритом крымских татар. Наш корреспондент Наджея Исаева попала в праздничную атмосферу и готова поделиться впечатлениями. Крымско-татарская музыка, национальные костюмы и зажигательный танец «Чобан-Ояна». В Евпатории прошел международный фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры «Гезлев КПС». Все эти эмоции, которые здесь, получили, наверное, непередаваемые. Действительно, очень замечательный праздник, фестиваль. Очень много людей, это о многом говорит. Поэтому благодарна. Этот фестиваль проводится уже в 15-й раз. В этом году на концерте представлено более 70 номеров. Танцы и песни не только крымских татар, но и других национальностей – узбеков, греков и татар. Это такое событие, которое раскрепощает, делает людей ближе друг к другу. Ведь в наше время это очень важно – быть ближе друг к другу. Для артистов этот фестиваль стал уже родным. Для них это не просто выступление на главной сцене города, а возможность быть ближе к своей культуре. Горжусь своим народом и с удовольствием представляю нашу культуру. И когда горят глаза у зрителя, я испытываю счастье. Сохранение и развитие национальной культуры крымско-татарского народа – главная цель фестиваля. Здесь принимают участие творческие коллективы со всего полуострова. И главное – это с каким вдохновением выступают дети.
Вот это залог того, что традиции будут сохраняться, что будут развиваться, что детям нравится этим заниматься, они понимают свою сопричастность к родной культуре, изучают культуру соседних народов. Каждый участник получил почетные грамоты. Ежегодный фестиваль Гезлев-Хапусе уже добрая традиция. Организаторы обещают каждый год удивлять гостей и туристов города новой программой. Наджия Исаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В Крыму стартовал 4-й чемпионат премьер-лиги КФС. В первом матче за победу боролись команды «Кызылташ» и «Гвардеец». Со счетом 3-0 победу одержал Бахчисарайский футбольный клуб. С гвардейцами играли в первый раз. Для первой игры, на мой взгляд, достаточно хороший результат, хорошие командные действия. Есть определенные моменты, которые выявил уже официальный матч, над которыми будет работать тренерский штаб. Но в целом хочется поздравить всех болельщиков Кызылташа с первой победой в новом чемпионате. На кубок премьер-лиги претендуют 8 команд. В следующем матче 26 августа бахчисарайцы сыграют с футбольным клубом «Крым-Теплица». В высшей лиге, наверное, случайно не попадают команды. Я думаю, каждая команда выходит и желает выиграть, наверное, да. И поэтому просто так никто не будет отдавать игры. Будут биться, кусаться, драться на футбольном поле. Но поэтому очень сложно придется со всеми соперниками. В селе Песчаное Бахчисарайского района состоялся открытый республиканский турнир «Юные надежды Крыма». Поддержать юных спортсменов пришли их родители. Почти четверть века разрабатывалась система подготовки по крымскому стилю. Уже в 2016 году стали активно проводиться мероприятия. По окончанию соревнований участников наградили медалями и грамотами. Это новый вид спорта. Значит, спортсмены в первом раунде работают только руками. Но в отличие от бокса можно бить с разворота удары руками, то есть бэкфист. Во втором раунде усложняется, добавляются удары ногами выше пояса. Но в отличие, допустим, от фулл-контакта кикбоксинга можно бить с разворота рукой бэкфист. С 10 лет вводится третий раунд. Добавляются удары по бедрам, внешнюю часть. А с 14 лет добавляются колени. 27 метров свободного полета в Семиизе состоялись международные соревнования по клифф-дайвингу. За победу боролись 12 лучших дайверов со всего мира. Кто покорил скалу Дива, знают наши корреспонденты. Скала Дива – уникальное место для клифф-дайверов. Эта база для экстремальных прыжков появилась год назад. Пока это единственное место, где могут тренироваться российские спортсмены. Платформа, с которой они прыгают, высотой с 9-этажный дом. Готовится и прыгает! Всего пара секунд в воздухе, грациозный полет в бездну. Клифф-дайвинг – зрелищный и опасный вид спорта. Спортсмен демонстрирует пластику и красоту своего тела во время прыжка со скалы. Показать уровень своего мастерства в этом году собрались представители 9 стран. Среди них Мексика, Колумбия, США и Украина. Это второе мероприятие ежегодное. Первый раз мы провели Кубок мира в том году. Это было уникальное событие для всей страны, потому что впервые в истории России проводится Кубок мира по клифф-дайвингу. Этот вид спорта стал 2 года назад официальным 6-м видом вида спорта. Организаторы не скрывают, сталкивались с ситуациями, когда спортсмены накануне отказывались от участия. Причина – санкции. Однако с каждым годом все меньше дайверов придают этому значение. К тому же осветить ход соревнований приехали специальные корреспонденты зарубежных СМИ. Да, меня это вообще удивило, то, что здесь такие спортсмены, как вот Колумбия, Люксембург, Украина и другие страны. Здесь мне приходилось бывать еще в Артеге, где там очень большое количество иностранных детей. Это зрелище однозначно нельзя было пропустить. Чтобы добраться до установленной платформы, спортсменам пришлось быть еще и альпинистами. Под строгим наблюдением спасателей они карабкались со страховкой по скале. Лучшие дайверы со всей планеты прыгали с 27-метровой высоты. Исполнение трюков оценивало компетентное жюри. Лучший результат показал Гэри Хант из Великобритании. В этот раз ветер был сильным, и участникам было непросто соревноваться с природной стихией. Многим приходилось подстраиваться под нее. Мой прыжок был стабильным, и я был уверен в своей победе.
И организаторы, и зрители в ожидании уже следующих соревнований по клиффдайвингу. Провести их снова планируют на уникальной скале Дива. Фатиме Сейдаметова, Асан Зивадинов, телеканал Милет. На этом пока все. Больше информации в наших социальных сетях. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.